Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Выход на неокрепший лед опасен для жизни. Сотрудники ГИМС провели профилактические мероприятия для любителей подледной рыбалки на реке Лена. В Алекминском МФЦ появилась очень востребованная услуга, особенно возрастными клиентами центра. Расскажем об этом подробнее. Старт к успеху. Более 1000 молодых людей в этом году освоят новые профессии и трудоустроятся в крупные предприятия. Глава Якутии проверил готовность Усталданского района к 8-м спортивным играм народов республики. К играм в наследах района строятся 4 спортивных объекта: стадион на 1000 мест с беговой дорожкой, ипподром и универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием. Также до конца года в селе Барагонцы запланирован ввод многофункционального оздоровительного спортивного комплекса. Глава Усталданского УЛУСа доложил, что для размещения гостей и участников игр подготовлены 22 объекта. Также в Барагонцах открыли детский сад «Кэскилл» на 75 мест. На открытии присутствовал глава республики. Здание общей площадью более 883 квадратных метров возвел генподрядчик ООО «СК Селим». Дошкольное учреждение будет отвечать современным требованиям к комфорту и безопасности. Прилегающая территория благоустроена, а площадки оборудованы детскими игровыми комплексами. Наш детский сад построен по национальному проекту «Демография». Мы будем принять детей от 1,5 до 3 лет. И очень надеемся, что наши родители, работники будут слаженно работать на воспитание детей. С завтрашнего дня уже открываемся, и мы ждем своих детей и родителей. Перейдем к эпидобстановке. На 21 февраля выявлено 1018 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 295, в Мегино-Кангаласском районе 107, в Сунтарском 105, в Нерюнгринском 77, в Алданском 76 случаев заболевания. Еще в 16 районах зафиксировали от 5 до 42 инфицированных. За сутки выздоровели 1582 человека. Все тяжелые случаи заболеваний зарегистрированы у невакцинированных больных. Якутские театры открывают свои двери. Напомним, 19 февраля в связи с указом оперативного штаба республики учреждения культуры были закрыты. Возобновление работы театров стартовало сегодня, 21 февраля. Однако первые премьеры, показы начнутся с марта этого года. При этом ограничения, принятые еще в прошлом году, остаются. Это 50% посадка, соблюдение дистанцирования и ношение масок. 11 марта Саха-театр откроется фестивалем Марк Чаны-Чаттара тоже по программе столетия. Русский академический театр в этом году будет готовить спектакль «Как царь Петр Ара поженил». Это будет посвящено к 350-летию со дня рождения Петра I. Но вот эти новые премьеры. Ну а театр оперы и балета, здесь будет грандиозный спектакль, который мы надеемся в конце октября. Мы откроем здесь и покажем премьерный показ для наших зрителей. Это наш героический Нюргун Батур Стремительный, который в 1955-57 годах был поставлен. ГИМС предупреждает, выход на неокрепший лед опасен для жизни. Государственная инспекция по маломерным судам Мегино-Кангаласского УЛУСа каждую последнюю неделю месяца проводит профилактическую работу, направленную на информирование граждан о возможных рисках при выходе на неокрепший лед. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели профилактические мероприятия для любителей подледной рыбалки на реке Лена. В рамках проведения акции «Безопасный лед» и в целях недопущения происшествий, связанных с провалом людей под лед, ведутся профилактические работы с населением по правилам безопасности поведения на водных объектах поселка Нижний Бестях. В очередной раз любителям зимней рыбалки напомнили о правилах безопасности, соблюдения правил и меры личной безопасности. Выходя на зимнюю рыбалку, нужно обеспокоиться о своей безопасности и иметь теплый комплект одежды, спасательные средства, спички и веревку, мобильную связь. Также предупредить родственников, если вы уходите далеко, в незнакомые места, предупредить родственникам о том месте положения, где вы находитесь. Самое главное, не употребляйте алкоголь. Можно угореть в палатке, уснуть, палатка может загореться. Поэтому очень осторожно вообще с алкоголем. Толщина льда 1,5 метра, но существуют такие вещи, как наледь. Если на автомобиле поедете, можете попасть в наледь. Есть
пустоты, вода снизу уходит, появляются пустоты или провалы. К многочисленным услугам для населения в многофункциональном центре Алекминска добавилась услуга распечатки сертификатов. Очень востребованная, особенно возрастными клиентами центра. График работы скорректировали. Даже с учетом ограничений он дает возможность планово получить услугу. Около 200 услуг могут получить жители Алекминского района в многофункциональном центре. Понятно, что и здесь учитываются условия пандемии. Ограничения, расстояние, обработка рук. Все функционирует. Если ранее запись была за 7 дней, то сейчас запись идет за 3 дня. Запись осуществляется на сайте mfc-saha.ru, либо по телефону горячей линии 8 800 122 16, либо по телефону в офисе 4 14 23. Выдача готовых документов, донесение документов, подтверждение, восстановление учетной записи ИСИ и распечатка сертификата против коронавирусной инфекции COVID ведется в порядке живой очереди. Желающих получить свой перечень услуг все так же много. Единственное, что сейчас в свое время планируют еще более выверенно. Ну да, у нас на каждое время по 3-4 окна записи, да. Какое время наиболее популярно? И вот как вот вы классифицируете сельские, городские, вот каких больше обращений? Ну, в принципе, и сельские много обращаются. Но у нас есть выездные мероприятия, мы сами туда тоже выезжаем. А так у нас и городские, и сельские. В основном Росреестры по соцзащите идут. Конечно, добавились сельские жители. Ранее регулярные выезды по селам пока прекратились. Мы сейчас временно ограничены выезды в Наслега. До 1 марта выезды запрещены полностью. По городу не осуществляем выезды для отдельной категории граждан, также на платной основе, и также в Наслега. Иногда очереди не избежать, улыбаются здесь. Помогают каждому, как и все, с нетерпением ожидают обычного режима работы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В рамках столетия образования Якутской ССР по поручению главы Намского УЛУСа Юрия Слепцова в Намском УЛУСе объявлен старт социальной акции по установке 100 АДПИ – автономных дымовых пожарных извещателей в каждом наследии. Такая же акция под названием «Предупреди пожар, установи АДПИ» была в прошлом году. Она была создана Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. А в нынешней акции участники приобретают извещатель за счет собственных средств и на выбор определяют место его установки. Собственный дом, квартира, дом родителей, знакомых или другое. Данную акцию начали с Тастахского наслега, и до конца года должны охватить все населенные пункты Намского района с установкой не менее 100 единиц автономных дымовых пожарных извещателей. Более 1000 молодых людей в этом году освоят новые профессии и трудоустроятся в крупные предприятия. Этому способствуют два молодежных проекта. Во-первых, это проект «Старт к успеху», который запустили в прошлом году. В рамках проекта организуются краткосрочные курсы для молодежи, стоящих на учете в центрах занятости в возрасте от 16 до 35 лет. И проект «Пуск», который с этого года охватывает 3 района и проводит курсы на местах, именно в строительной сфере. Сейчас только в Горном районе подано более 30 заявок. Молодых людей особенно интересует профессия сварщика. Все курсы бесплатны, оплачивается стипендия. Проект «Старт к успеху» в прошлом году отработал в 6 УЛУСах, показал свою результативность, поэтому он в этом году будет распространен на все УЛУСы республики. Проект «Пуск» был запущен в прошлом году. Тоже показал свою эффективность, и в этом году он запускается на 3 УЛУСа. Это Горный, Усалданский и Амгинский. После выхода на экраны республики фильма «Вертолет» состоялась и премьера киноленты в Москве. В кинотеатре «Иллюзион» зрителей приветствовал режиссер Михаил Лукачевский. Как якутский фильм встретили в столице России, смотрите в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Фильм рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Теплые встречи, объятия с родными, но счастье длится недолго. Героев постигают тяжелые испытания. Все в стиле психологического триллера, драмы и мистики.
Размытые дороги, отсутствие связи и электричества, ребенка постигла дизентерия. Единственным спасением может стать вертолет. Молодые родители с надеждой всматриваются вдаль, не зная, что за них решение уже приняла судьба. Мы как северяне ждем вертолета как Бога, да? Что Он нас спасет, что Он нас покормит, что Он нас отвезет, увезет. Но на самом деле фильм об отношениях людей, об отношениях поколений. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском Улусе. Съемочная группа прошла через снег, лед и холод, и всего за 1,5 месяца лента была отснята. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца зрителей. Это «На злобу дня» фильм, такой фильм, который освещает жизнь наших северов, северных районов. Но я знаю, что Лукачевский концептуальный режиссер, у него всегда есть какие-то интересные ходы. Его даже можно поставить на одну линию с какими-то очень знаменитыми режиссерами и найти переклички. Показы фильма «Вертолет» будут идти в «Иллюзионе» еще 2 недели. Жители Москвы также увидят и другие фильмы Лукачевского «Драму «Дорога» и «Белый день». Они выйдут в рамках спецпоказов. И «Вертолет», и другие якутские фильмы, они участвуют в значимых фестивалях, там «Кинотавр», «Окно в Европу», они выходят куда-то на Запад. И просто я думаю, что для наших зрителей важна возможность видеть эти фильмы не потому, что они якутские, а потому что это просто действительно очень хорошее, качественное авторское кино, которое вот мы стараемся у себя показывать. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Перейдем к новостям спорта. Якутский легионер сборной Беларуси Арьян Тютрин стал чемпионом международного турнира по вольной борьбе в Болгарии. Спортсмен выступал в весовой категории до 57 килограммов. Второй уроженец республики Нюргун Скрябин стал бронзовым призером соревнований. Турнир стал успешным стартом перед чемпионатом Европы в Будапеште. А вот якутский борец Виктор Рассадин только выступит в очередном традиционном международном турнире. Рейтинговое соревнование пройдет в Стамбуле с 24 по 27 февраля. Оно станет отборочным на чемпионат Европы, который состоится с 28 марта по 3 апреля в Будапеште. Якутский спортсмен поборется в весовой категории до 70 килограммов. Сборную России на турнире по вольной борьбе представит 10 борцов. К этому часу это все новости. Мы продолжим следить за событиями. Всего доброго.